200-й. Своего не вытащили, а вытащили деньги. Оказали первую помощь. Он на следующий день ушел. До сих пор живой, в ништяк. Ну а на самом Benteng angkatan bersenjata Ukraina di wilayah desa Sukiali diserang oleh pesawat serbu dari Brigade ke-39 Rusia. Rekamannya diunggah di Telegram pada Sabtu 22 Februari 2025. Ketika mereka menyerbu ruang istirahat pertama, mereka mengambil tawanan. Tampak dalam rekaman penyerbuan ruang istirahat Ukraina. Kemudian pasukan Rusia menceritakan bagaimana mereka mengambil ruang istirahat terakhir dan menawarkan prajurit Украина untuk menyerah. Ну а на самом штурме вот Сухие Елы, какой, ну, и насколько я знаю, противник там хорошо они сидели, да. Деревню очень хорошо держали, там у них позиции очень укрепленные были. Особенно деревню охраняли, там минометные расчеты у них стояли, там, танковые подразделения какие-то были. Были такие блиндажи, даже железом обделанные, там, типа бочек или еще что-то. Позиции их не просто находились, а там надо вброд переходить, просто вода. Вот во все в броне вот так, что ли, гребли? Да. В броне с автоматом. У нас туда речку сюда переплывали, там два этажа, один с одной стороны, другой. Что упал, вынырнул и все, и берег. Все получается. Вот или товарищи первые два добежали брод. Все, побежал за ними. Со мной еще было два товарища. Да, добежали в первый блиндаж, как бы своим ребятам, ну, с нашей роты. Добежали, что там, переодели, все, и выдвинулись дальше. Первая тройка пошла, Колыма, Матис и Чек пошли, получается, зачистили один блиндаж, закрепились, а мы с Батуром подошли тоже туда. И мы передохнули, пошли дальше, и на следующем блиндаже мы вдвоем, я, Колыма и Матис были. Ну там нормально нас встретили так. Было два камикадзе, несколько бросняков, начал работать по нам миномет, ну и еще и кослы начали по нам стрелять. Около 4-5 человек. Они потом откатились назад, там уже ТМК подобрали. Не ушли ни один. Командиры наши птицами просто сработали. Поэтому пулемет по нам не успел пострелять. Так бы да. Они, наверное, больше готовили как там для этого, потому что вокруг поселка очень хорошие позиции. Они наоборот хотели, наверное, пустить поселок и там разбивать. А, ну то есть такая хитрость у них была, то есть запустить, да? А возвышенность, да, поселок, получается, как бы в низине находится, вокруг возвышенная оборона у них была. Вот они отрабатывали просто вот эти натовские зеленые ящики, туры, да? Ну да, да, да. Вот там просто усыпано было пустыми ящиками. И сколько они отработали нам? Баба-ёшки, дизельные, бензиново-электрические, каждую ночь. Вот они вылетали, и сидишь, прилетело. Раз, дальше пошла. Вот на последнем нашем блиндаже помогали союзникам взять блиндаж. Тоже как бы пацаны кричали, давайте, потому что 3 или 4 группы подошло. И нет, сдаваться не будут. До последнего, да, отстреливались с блиндажа, как бы так и не сдались. Ну, насколько я знаю, первый блиндаж брали, там были пленные. 5 человек взяли в плен, сдались. Взяли Армению в плен. О, то есть это наемник, да? Да, наемник. Ездят они там куда-то там на полигон, и там за границу увозят, говорит, учиться. Недолго они там учатся, месяц-полтора, но все равно обучают. Говорит. Морально их подготавливают так, что они все эти копачи. А я второй день здесь, брат, да, мы не понимаем. Брат, отпусти домой, брат. Птички прилетают, они же тоже видят, что ну как бы свои в плену там есть. Они как-то даже не старались выручать. Сидят, да сидят, в плен сдались там или их взяли в плен там и вместе с нами накрывали. Ну, поэтому в какой-то момент даже блиндаж укрепляли, он сам там, пацаны, давайте помогу ветке, там что-то там это. Жить хотел очень. Пятый хотел убежать, когда вот выходили. Он уже знает, свою, уже через рот туда выскочили пацаны, и он там в камыши хотел затуситься. Мы же берем плен, никто же не издевается. Взяли плен, все передали компетентным органам, все. Наше дело маленькое. А кто дома у вас? Кто, у кого? Трое детей, жена, мать, отец, брат. Семья большая. Старший брат здесь тоже в нашем направлении находится. Жена, дети. Сколько? 2.
всех нас. Но они гордятся. Действительно гордятся. Что же такие бате 50 лет, но он воюет. Да, искренне. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.